Бзиров-Шума, здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Прежде чем мы приступим к беседе, я прошу вас подписаться на наш аккаунт во всех социальных сетях, в YouTube, Instagram, Telegram и так далее. Facebook, конечно же. Хочу поприветствовать сегодня в нашей студии председателя Республиканской общественной организации Айдглара, депутата парламента Кана Кварча. Бзила обед, Кан Рабхет Пезара Басик Сергларс Стахуб. Анча яхайта саджи ишпаяхт, у нас прислушайтесь к своему народу. Ажлар ирхо, шуксики бжаки ревнуцха ирхо зажлар, ирмахазет апсна анабхгара. Убыс и қалайт абжайгуа, и удырывает яйца абсолютно хопшачки яйцет эфире чиха, наишча жира, ахунткар махадар ханпи, юстиция министр, Серубаский жларейзер, депутат Аусуцузую Давичичевич Пиля Уси Артну Хозер на Сабрияйк Шахатра Ядгалан Яхчажит Харги Хабойт Юкотажирако Яева Сесичи Пханчкун Заевяба Юктер Глуйтха Ачажирако Цойт Ажлар Ирхез Армахадзет Абсана Бхакара Ишпакалубри нас ушпахоп шабрестара. Итоп, Астара Зохана, Зигилар карты Зохан Русфилар с белым связок. Во-первых, спасибо, что пригласили. Я первый раз в этой студии, очень уютно, хорошая студия. Видно, что дизайнеры поработали. Очень приятно здесь работать. Все, что касается вот вашего вопроса, вы говорите, что они, значит, сказали, что они за. Видимо, вопрос не все поняли. Мы тоже за. Другой вопрос, какими путями мы пошли. Кто-то пошел по, как говорится, грубо говоря, по бездорожью. Мы пошли по цивилизованному пути и стараемся объяснить эту позицию. Видимо, не все понимают. Потому что в зависимости от того, значит, по какому пути пойдешь, от этого зависит вообще судьба вообще всего вопроса. Это как в сказке, знаете же, налево пойдешь, мать потеряешь, налево пойдешь, отца, направо пойдешь, отца потеряешь, прямо пойдешь, коня потеряешь. Вот теперь, значит, из этих трех дорог надо одну выбрать, правильную. Чтобы правильную дорогу выбирать, президент не должен понимать, что он один, и прямо вот его слово, это, значит, догма для всех, и надеюсь, он, наверное, до сих пор не понял, что, значит, вопрос, такого рода вопросы не один он может решать, и вообще имеет ли он моральное право такие вопросы сам решать, да? Но, несмотря на это, мы готовы были обсудить, старались обсудить, разговаривать, непосредственно он сам меня вызывал по многим вопросам, где я сказал, слушайте, ну, в конце концов, недовольство народа очень большое. Это, я думаю, что сегодня недовольство народа в процентном соотношении самое большое, если в сравнении с другими президентами, бытность их. И мы даже были готовы ему предложить вот до конца его срока, чтобы он не поднимал эти вопросы, вот эти 5 вопросов, такие, которые очень чувствительны для нашего народа, и мы готовы промолчать, как оппозиция, вообще промолчать. Если народ с ума не сошел еще раз, готовы его избрать, это, конечно, воля народа будет. То есть мы об этом говорили, но, наверное, не очень понял нас. Теперь, что касается вчерашней, да, вот, да, вот в эфире значит, было вчера. Вчерашнего эфира, да. Я вообще собирался сам присутствовать на этом эфире, к сожалению, ну, по некоторым причинам я не присутствовал и жалею, что не присутствовал вчера. Но не могу не прокомментировать некоторые, значит, высказывания наших коллег и наших друзей, и наших оппонентов, так скажем. И, конечно, первое, что, на чем хотелось бы заострить свое внимание, это на том, о чем говорил Андрей Львович. Андрей Львович, конечно, очень молодой, эрудированный парень, не глупый. Знает, что говорить, и знает, когда, что именно сказать, и в какой форме преподнести. Есть такое понятие, значит, может, не хотел бы в юридические термины уходить, но правовая казуистика такая. Или же такое понятие, как софисты, когда белое черным начинают, значит, людей, если реально оно белое, стараются это преподнести черным. Вот он эти, значит, такие методы решил использовать. Но хочу
простым словами народу объяснить, чтобы они поняли, что вчера произошло. Андрей Львович вчера, вот если говорить на простом русском, значит, сленге или разговоре, сказать, что Андрей Львович вчера сказал такую вещь. Да, соглашение, все, что записано в соглашении, значит, эти нормы, которые сегодня в этом соглашении находятся, они никак не могут биться с нашим законодательством. То есть оно практически во всем разнится. Но при всем при этом он сказал, мы в виде закона это соглашение придет в парламент. Вот парламент, когда примет, узаконит все эти незаконности. То есть Вы сделаете законом... Да. То есть вы должны в парламенте сделать все то, что незаконно мы сделали, превратить в закон. То есть вот это он вчера говорил. То есть я как депутат, который завтра должен решение принимать, он мне подсовывает документ, который изначально был ущербным для стороны абхазской, неправильно составленным. То есть, зная все минусы этого договора, он говорит, что мы должны принять незаконный документ, превратить его в соглашение, ратифицировать и дать законный вид этим всем документам. Вообще, конечно, очень интересная, да, позиция человека. При всем при этом он говорит, что никто не понес. А мы сколько говорили, сколько встречались по этому. Никто. Все, что касается команды Бжани, они неприкосновенны. Но это не всегда будет. Когда-нибудь время поменяется. И каждый должен понять. В свое время Анклав в одной ситуации сказал, не выпускайте джина. Я думаю, что сегодня они выпустили этого джина. Если все это время президенты менялись и какая-то политкорректность более-менее соблюдалась, я думаю, после этой власти, я думаю, все придется точки ставить над «и». И каждый должен, прежде чем какой-то, значит, сделать шаг неопрометчивый, он должен подумать, что с этого может быть завтра, какие могут последствия быть. И первое. Это первое. И второе. Иногда люди не понимают, наверное, оппозиция, то, что говорит, или вскользь слушают, или, как бы, знаете, превзято это все воспринимают. Мы же не против, чтобы мы дали. Мы просто говорим, чтобы это было законно и как говорится, не противоречило нашему законодательству. Если пойти по нашему законодательству, мы можем это, значит, оформить как нужно, как правильно, просто подать и выглядеть с человеческим лицом перед Российской Федерацией. Но зачем? Мы и так готовы отдать, но зачем у нас отрывать с корнем, с кожей, с кровью, с плотью и так далее? Зачем? Мы же не против, оппозиция не против. Мы, кстати, говорим всего лишь о том, чтобы форма была изменена, потому что сегодня ты это позволишь, завтра будет еще хуже. Мы говорим о будущих последствиях других соглашений. Можно один момент, я хотел вот подчеркнуть. Это вот пропаганда, она практически с первого дня этого соглашения, что вот они против. В действительности действовал, до сих пор действует договор от 1995 года, и я не слышал в обществе какие-либо возражения ни от общественной части, ни от оппозиционной, то есть не поднимается этот вопрос. Почти единственным аргументом, который пытается, да, таким, скажем так, наиболее логическим, что значит российская сторона, ФСО не может отремонтировать эти здания. Но на этот аргумент Саид Гизерда, в том числе во вчерашнем эфире, тоже дал ответ. Но вот здесь что я хочу сказать. Вот мне кажется, чуть-чуть отмотать назад. Дауд Хутаба, депутат парламента, ваш коллега, в одном из своих выступлений сказал, отвечая на вопрос, почему соглашение было подписано в январе, пришло оно в парламент в июне. Он сказал, ну, так как бы перефразируя, это фактически подставить парламент, от себя отвести и подставить парламент. Ливан Мика недавно сказал, что президент подставляет свой народ. То есть вот получается, если как бы объединить две эти вещи, народ и парламент противопоставляются друг другу, да, чтобы решить вопрос, который, ну, не должен быть в этой плоскости вообще находиться, да? Нет, просто кто-то свои имиджевые, значит, вопросы решает там и значит, экономические свои вопросы решает. И тем самым вот такими манипуляциями, понимаешь, в целом
вся Абхазия становится очень непривлекательна вообще, да, перед лицом Российской Федерации. Вот к тому, что ты сказал, я хочу тебе сказать, значит, Ливан, вот с тем же моим молодым коллегой Барцыца Алхаса Валиковича, я очень уважаю этого парня, у него чувство справедливости и, значит, в меру и, значит, образованности и воспитанности очень хороший парень. Мы с ним ездили, значит, в Государственную Думу, вы, наверное, помните, Адгур, Да. значит, Нафетович, да. был, Леонид Иванович был, Дауд Хутаб был, и я был. Если кого-то сейчас может, забыл, но вы же понимаете, что у нас жесткий там разговор был, значит, в стенах Госдумы. Я сейчас не помню, что кто-то из нас как-то друг другу противоречили, когда мы общались с коллегами из Госдумы. Потому что коллеги из Госдумы тоже, я думаю, что сам вопрос до конца не был, ими тоже изучен. Мы сказали, что мы не против. То есть мы там сидели разного направления, да, депутаты, представители власти, представители оппозиции и независимые, как Адгур Афетович и, скажем, Дауд Хутаб, независимые депутаты. То есть мы все в унисон говорили, что мы готовы отдать, но мы хотим это сделать так, чтобы это не было, как говорится, завтра, чтобы не вылезло это в какие-то вещи, которые были бы нехорошо для Абхазии, чтобы последствий никаких не имело. И мы там непосредственно озадачили тот круг вопросов, которые надо решить по этому, значит, соглашению. То есть это, естественно, первым долгом это юрисдикция, координаты и третьи лица. Хотя там еще много вопросов. На что нам сказали, что извините меня, извините нас, это ваша сторона вообще этот такой документ готовила. Мы должны были, почему мы не должны такой прекрасный для нас соглашение подписать? То есть они открыто нам это сказали, что это абхазская сторона такой документ подготовила. Тогда объясните, даже среди друзей и среди братьев есть вещи, которые обговариваются, когда даже родные братья иногда завуалированно каждый свой интерес больше защищает. В чем тогда защита наших интересов со стороны абхазской, значит, стороны? Вообще удивительные вещи происходят. И мы именно эти вопросы там затрагивали. Почему сегодня Алхас Барцыц, я не могу понять, ему хватило только изменения в координатах, когда мы все вместе, значит, в стенах Госдумы мы говорили тот круг вопросов, которые не устраивают абхазскую сторону. Более того, здесь оказывается столько нарушений в самом соглашении. Мы опять не говорим, мы опять не хотим возвращаться. Но есть такое понятие, что такое понимание, как межправительственное. Аренда, значит, земли другим государствам проходит только через государственное, значит, соглашение. Почему-то его опустили на уровень, значит, межведомственно. Нарушение. Почему? Почему понизили статус вопроса? Тоже вопрос, понимаете? Вообще много вопросов. Вообще с самого начала. Понимаете, изначально так было, вот этот сюжет настолько лихо был закручен, потому что в одном случае акватории не было, появилось, в другом случае были третьи лица, но потом исчезло это такое понятие. Очень много манипуляций со стороны власти нашей было, значит, вокруг этого документа. Когда вот такое непрозрачное, да. Вот сразу появляются вопросы. Я думаю, что они обоснованы. И не надо нам, некоторым, значит, взрослым людям, нам говорить, что мы против России, мы своим поведением можем помешать. Мы не против. Мы готовы, Владимир Владимирович, нам же говорят, что это, кулуарно, они же власть говорят, что это Владимир Владимирович Путин. Проблем нету. Этот человек, мы обязаны ему всем. Мы готовы. Тогда почему не делами президента этим занимается? Почему именно ФСО занимается? Но если ФСО занимается, тогда это, значит, мы обоснованно говорим, тогда третьим лицам не надо давать. Какие проблемы? Почему не закладывать? Вопрос юрисдикции, да? Один из самых. Да, вопрос обязательно юрисдикции. Это что такое? Вот еще хочу об одной важной вещи остановиться. Вокруг всего этого вопроса, это уже где-то 1,5 года, да? Да, 1,5 года. Я помню. Так вот, бурно уже обсуждается. Как в парламент пришел. Да. Вопрос давно уже стоял. Вокруг этого вопроса идет шантаж.
шантаж в виде того, что президент, вы знаете, ездил, и он говорил везде. Если мы Пицунду не отдадим, мы лишимся пенсии, зарплат. Сейчас так, он тогда говорил. Сейчас он говорит, вы знаете, Хабар, не Хабар, я извиняюсь, Харах Пицунда, молодежи он позвал и сказал такую вещь. Если мы Пицунду не отдадим, мы останемся без света. То есть тем самым сегодня президент выставляет российскую сторону шантажистом. То есть тем самым своими высказываниями, своими домыслами и то, что он говорит людям, он создает на самом деле, он тот человек, который создает антироссийские настроения. То есть он показывает людям, вот российская сторона настолько плохая, оказывается, что если не отдать им Пицунду, мы лишаемся, зарплат и так далее, пенсии, света лишимся, всего лишимся. Вы понимаете, российская сторона вообще так никогда не разговаривала. Он изначально представляет российскую сторону такой, знаете, в негативном свете. Более того, все, что его высказывание, хочешь не хочешь, отлаживается у людей подсознательно, что если мы чего-то не отдадим России, Россия нас будет наказывать. Наверное, россиянам или политическому истеблишменту надо обратить внимание на тех людей, на самом деле, которые реально создают, антироссийские настроения. В таком случае, тогда кто мне объяснит создавшуюся сегодня ситуацию вокруг МВО? Когда по соглашению уже ратифицированного оно принадлежит Министерству обороны России, но при всем при этом наша страна, не ратифицировав этот договор об отказе, отдает неким людям, которые вкладываются в этот инвесторам, отдел. Да. Тогда скажите, пожалуйста, и некоторые чиновники, не буду говорить кто, но нужно будет, время придет, я это скажу. Мне звонят и говорят: слушай, Кан, ты что, за русскую сторону беспокоишься? Слушайте, я не понял, а где здесь тогда... В одном случае вы как бы за Пицунскую госдачу беспокоитесь, за наши имиджи и все остальное. А в случае МВО вас почему-то не устраивает имидж Абхазии. В этом случае вы говорите: зачем ты российскую сторону защищаешь? Я не российскую сторону защищаю. Я как законодатель, так как у меня есть права на то, чтобы я контролировал, насколько законно те или иные действия, да, я вижу, что идет беспредельное поведение нашего кабинета министра и администрации президента. Где логика, где правда у этих людей? Когда мы говорим: слушайте, вы людям отдаете, подписываете незаконную аренду с людьми, которые сегодня будут вкладываться в МВО и ПВО. Как с ними, если завтра российская сторона затребует возврата? Чиновник тоже, депутаты знают, о чем я говорю, потому что все присутствовали. Один из больших чиновников сказал: это их риски. То есть они обманывают российскую сторону, они обманывают нас, они, оказывается, обманывают тех людей, которые огромные деньги вкладывают, и они обманывают тем самым сами себя обманывают, потому что по договору любому, где идет арендный договор и человек вкладывается, если какие-то моменты произойдут, человек выставит нам огромные счета, государство абхазскому, нам придется выплачивать эти деньги. Слушайте, что за бред, понимаете, что за бред? Вообще я не могу понять вообще, что это государство делает, как оно себя ведет, по каким законам живет. Вообще, что они творят? Они обманывают сплошь и рядом, они настолько заврались, что они начали верить в свою же ложь. Они думают, что не закон – это закон, а их ложь – это вот уже как закон, это как часть нашей жизни, что мы должны в это тоже начать верить и жить по их лживому восприятию жизни и тех законов, которые они представляют. Это вообще, я не знаю, ни в какие рамки не входит уже. Я когда последний раз был у президента, президент сказал: слушай, говорит, российская сторона говорит, что ты сильно беспокоишься о России. То есть он меня подкалывал, понимаете. Он уже настолько наговорил, что он уже не знает, что говорить. Он уже несет бред какой-то. То есть он мне говорит, что российская сторона
Вот даже вот в этом, понимаете, он Россию выставляет стороной, которая несерьезна вообще. Что она шутит на эти темы, понимаете? Просто шутит с ним. Я не знаю, с кем он встречается. Может, он там, не знаю, в таких общественных местах с кем-то встречается, о таких вещах говорит, я не знаю. Но вот такой, понимаете, вот такой разговор у меня со мной был. Мне кажется, что иногда он вообще не понимает, о чем он говорит. Ну, это, кстати, многие подчеркивают, что есть определенная оторванность От реалий. да, нашей реальности. Вообще Да. мы называем это, мы живем в параллельной реальности. Да. Народы, Параллельных мирах. да, власть. Хотел затронуть еще одну тему. Это ситуация, в том числе с активистами Гарах Пицунда. И мы видим, что, честно, я не хотел бы этого говорить, но ситуация вынуждает. Вот когда государственное телевидение используют для фактически травли и собственного населения, обвиняя в антироссийских настроениях, в каких-то проплаченностях там, и так далее, вот это очень на самом деле обидно. И вот ту веру в свое государство и в свое государственное телевидение и вообще в свой народ начинает наносить ущерб да, особенно молодому поколению. И в этой связи тоже накануне мы знаем выступление заместителя председателя СГБ. Я лично с ним знаком, и вообще, в принципе, у нас на нашей площадке мы лично не обсуждаем человека, только с точки зрения его позиции как государственного чиновника или там, да, в данном случае офицера. Вот, то есть фактически СГБ становится, да, таким рупором, инструментом в то, чего не было, я не помню, вот, по крайней мере, вот, до нынешней власти я такого не помню. Это тоже... В борьбе с ночными ведьмами. Это тоже, кстати, именно симптоматика власти Аслана Бжани. То есть то, что его, мне кажется, вот и как президента характеризует, к сожалению, этот момент, мне кажется, очень важный тоже в общественном вот, как бы, таком дискурсе. Я бы хотел, чтобы вот, какой-то комментарий на этот счет тоже был. Знаете, я, наверное, какие-то вещи скажу, которые я давно вообще нигде не говорил. Когда, будучи Аслан Георгиевич был председателем службы безопасности, очень много было тоже там при Александре Золотинсковиче там вопросы спорные, там нефть, то, очень такие животрепещущие вопросы. И вот когда вопрос по нефти встал, удивительно, к 3 депутатам, сегодня ныне покойный Беси Губаз, сегодня живой, слава богу, Беслан Синария и я, мы очень, значит, живо реагировали на вот эти вопросы. Именно к нам 3 пришли смс-ки с угрозами о расправе наших семей и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, была мысль, откуда это пришло, откуда это пришло, вернее. После тех, значит, известных событий в 2014 году, когда поменялась власть, один очень знающий человек, информированный, сказал, что эти, значит, смс-ки пришли из ближайших наших, как говорится, структур. И назвал фамилии, имени, имена, все, но я, конечно, сегодня не хотел бы об этом говорить. Наше СКБ давно не занимается врагами. Наше СКБ занимается только тем, что преследует инакомыслие. И если твое мнение не сходится с мнением действующего президента, да, значит, ты будешь облит грязью, будут работать против тебя, значит, как говорится, блогеры с закрытым забралом, без имен и без фамилии, и так далее, и так далее. То есть все грязные методы будут, как говорится, использованы. То же самое сегодня, я думаю, применили и к молодым людям. Все, что сейчас сегодня говорят, не говорят, я вообще в это верить не хочу, не собираюсь.
То, что неправительственные организации занимаются давно деятельностью, которые там гуманитарных сфер и так далее, это значит, для нас не новость. Есть чиновники, которые в данном случае действующие чиновники, которые в этом участвуют официально, то есть это не закрытая информация. Тот же, скажем, в том же возрасте, как был сегодня Давид Чичевич, да, он был и в их возрасте. Я помню возраст тех ребят, кварчельцев, в данном случае я хочу назвать кварчельцев, в возрасте этих детей, когда они писали в 68 году, 78 году письма, я лично в дома читал эти письма, пожелтевшие, значит, как его, Косыгину и так далее, эти шествия под Кварчели. Их же также и называли иноагентами, там, не знаю, ЦРУшниками, но оказалось, что они оказались патриотами в конечном итоге. Они оказались патриотами. Это сегодня вот старое поколение, которое сегодня в политике, и которых уже, к сожалению, нет в живых. Это та плеяда, которая вот в возрасте этих ребят занималась абхазской политикой, которые добились, значит, абхазского телевидения, делали большие сходы абхазские в Лыхнашта и так далее, и так далее. Я хочу одну вещь сказать. Вот здесь, мне кажется, это очень важно, и я пытаюсь всегда это подчеркивать в эфирах. К сожалению, эта власть пытается, например, вот в ситуации с Густачи Пицунда, она даже вот нашего стратегического партнера пытается очернить, да? Да. В том числе и абхазское телевидение, которое я упомянул, используя в своих, да, в своих целях, и в том числе СГБ. Я знаю лично многих и там, и в других, во многих структурах, которые истинные патриоты, и я убежден, что им самим не нравится то, что происходит. Это мое глубокое убеждение. Просто наша система власти, она выстраивается руководителями таким образом, чтобы использовать любой инструмент в свою защиту или в своих интересах. И вот когда говорилось там об МВО, в том числе о Пицунде, мне кажется, их объединяет тоже одна вещь. Это какие-то личные интересы. Конечно. То есть, если мы не идем по закону, если мы не идем по интересам государственным, если мы в схожих ситуациях используем разные, да, как бы методы, только наталкивается на мысль, Иван, что... я перебью тебя. Тебе дорят машины? Пока еще нет. Бронированные дорят? Даже такие. Лексусы, например, черного цвета? Нет. Нет, да? Вот мне тоже не дорят, знаешь? Знаешь почему? Потому что, видимо, я не говорю то, что интересно некоторым людям. И ты не говоришь, понимаешь? Ты фильм не снимаешь, по которым тебе дорят там некие подарки дорогие. Слушайте, у меня есть друзья, но я не помню, чтобы мне такие дорогие подарки делали. Если мы той же с Российской Федерации, тем же чиновникам, там же тоже многогранная Российская Федерация. Там разные люди есть, разные чиновники есть, с разным видением дел. Если они увидят, что в Абхазии есть люди, которые знают, что хотят, единые, конечно, и отношение к нам было бы другое. Но видят, что мы такие, знаете, разбитые на 2-3 лагеря, что нами можно манипулировать, понимаете? Это дает нам возможность, некоторым значит, деятелям и в России манипулировать нашим сознанием, к сожалению. Пока мы не научимся все вместе шагать в одну сторону и решать совместно все вопросы, вот так мы будем, как бы, результата у нас не будет единого, к сожалению, который мешает нам всем жить спокойно, значит, достаточно, чтобы быть самодостаточным и так далее, и так далее. Вот это в нам очень, конечно, нам это мешает. Если позволишь, Иван, я хотел бы еще остановиться на одном вопросе. Вчера я видел так краем глаза выступление Мираба Борисовича и Чантовича. Не могу не сказать два слова. Мираб Борисович для меня очень близкий человек. Он в моей семье очень часто бывает. Он очень любит моих детей. В свое время он прямо столько всего для них сделал.
Я очень уважаю и ценю и люблю его детей, тех, которых отношения, конечно, я знаю, с кем я, просто я не всех знаю детей его, ну, кого, с кем уже познакомился, у меня хорошие отношения с этими ребятами выстроились. Понимаете, Мираб Борисович это один из тех людей, которые символов войны, который сегодня еще остается, как говорится, в строю. Но в силу того, что он постарше, что у него, значит, конечно, и опыта, наверное, больше жизненного и так далее, мы всегда равнялись и равнялись, и равняемся и равнялись на таких, как Мираб Борисович, и на таких, как Чантович. Но время подходит, мы тоже стареем, у нас тоже есть пройденный путь. И извините меня, я не считаю, что я лично, да, сейчас сделал меньше кого-то из них, того же Чантовича и Мираба Борисовича. Я не буду на весы ставить, кто больше сделал, кто меньше сделал. Но все, что я сделал это искренне. И сегодня у меня есть моральное право отвечать на какие-то вещи и без угрызения совести. Я просто что хотел бы сказать Мирабу Борисовичу. Мы его знаем как большого, как говорится, патриота Абхазии, как символа войны и как такого матерого волка. Я хотел бы, чтобы он свое амплуа не менял. Вот это мое обращение к нему. Спасибо. Еще одну тему хотел бы коротко затронуть. 28 декабря. Вот здесь, в этой же студии, мы много об этом говорили, в том числе с Ливаном Мика. Мы предупреждали, что этот момент может наступить, когда произойдет, власть идет на столкновение, намеренно идет на столкновение. Она знает, что есть огромное количество недовольных. И все равно двигается именно в сторону того, чтобы отстоять саму себя и свои личные интересы. И готова столкнуть общество, народ, в том числе с силовыми ведомствами и так далее. Я могу про себя сказать, что, конечно, 28 декабря, в случае, если сессия произойдет и на нее будет вынесен важный вопрос, один из главных вопросов, это Пицунская госдача. Но помимо госдачи еще есть множество других вопросов, которые принципиальный характер несут. Вот, и здесь в студии мы об этом говорили. И я не просто пойду, я буду призывать общественность приходить и продемонстрировать все-таки главе государства, что мы можем быть едиными, мы можем отстаивать свои интересы. Не свои интересы Абхазии. Ну, свои, конечно, свои. Да. Свои интересы отстаивают они. Свои, когда я говорю свои, я никогда не имею в виду свои личные или даже групповые. Не, чтобы наши высказывания не были похожи на власть. Я думаю, потому что президент уже один раз говорил на Новый год, что мы хорошо жили, и наш народ. То есть мы, это он, значит, отдельная каста получилась, а народ отдельно. Чтобы мы, говорит, все делаем для того, чтобы мы и наш народ жили хорошо. То есть вот такая у меня фраза есть у него, кстати. Мы и наш народ. Он себя видит отдельно от своего народа. 28 декабря наверняка все к этому двигается. Снова будут баррикады, там, наверное, попытки загнать сюда технику Министерства обороны, спецтехнику дорогущую, наверное, которая тоже приобретает. А что Минобороны там хочет? У меня вопрос вообще к министру обороны. Он там что хочет? Он с кем воюет? Он со своим народом, что ли? Полгода назад или было с кем так. он воюет вообще? Полгода назад было тоже так. вопрос. У нас к нему будет вопросы. Мы хотим тоже поговорить с министром обороны. В чем проблема? Куда он свою технику, свои войска? Он вообще с кем воюет? С внешним врагом, с внутренним? Он вообще какую функцию выполняет? Нам тоже вопрос есть, конечно. И вопрос такой, какая позиция в парламенте, вот как ситуация у вас складывается? Видели ли вы вообще эту ноту, о которой говорят, что она будет прикреплена, и на основании этой ноты будут обсуждать вопрос? Мы пока не видели ничего. Боюсь, что некоторые господа хотят это завуалированно все сделать, но это не получится. Мы будем требовать, во-первых, до сессии обсуждения в расширенном
составе комитетском, мы это должны обсудить. Ну и с другой стороны, я вообще надеюсь на благоразумие, ну, призрачно, но надеюсь на благоразумие президента, людей, которые непосредственно несут ответственность за это, что этот вопрос не будет вынесен, дабы не превратить, да, Новый год в нечто незабываемое ни для кого. Я хотел бы именно, чтобы так именно было, чтобы наш значит, народ встретил этот Новый год и так имеет огромные проблемы, да, у себя там в быту, скажем, и не самое лучшее настроение у людей, чтобы мы не испортили это. Более того, я считаю, что парламент не должен быть тем инструментом, хотя президент часто это говорит, что именно должен парламент, он подчеркивает. Я считаю, что парламент никому ничего не должен. В всяком случае, я не должен. Я очень многих, кого знаю в парламенте, не должен. Ну, может быть, кто-то и есть, кто должен. Видимо, кто очень сильно хочет, чтобы вынесли, наверняка они должны. Я не знаю, я не могу и понять их логики, но во всяком случае, президент часто это подчеркивает, что в своем выступлении, вы знаете, в общественной палате он несколько раз подчеркнул, и еще так, знаете, вот нажимая на именно слово, именно должен, что мы должны, как-нибудь парламент сам разберется в этом и в своих, как говорится, полномочиях. Я думаю, что депутаты парламента в целом, все ребята очень достойные. И я думаю, мы разберемся, а я надеюсь в этом, что будет полезно для страны и что не будет полезно для страны. Я на это очень надеюсь. Табу, спасибо за эту беседу, откровенную беседу. Я всегда ценю, когда у нас именно такие беседы происходят. Подписывайтесь на Апснахабар, следите за публикациями. И если все-таки 28 декабря суждено стать этим днем, когда Госдача Пицунда снова выйдет на повестку политическую, то мы, я думаю, что должны оказаться у стен парламента. Подписывайтесь на Апснахабар. Абзирас. Абзираться.